Пижемское месторождение, расположено на Среднем Тимане, является крупнейшим месторождением России по запасам и по прогнозным ресурсам. Месторождение комплексное, известно с 60-х годов. Месторождение находится в Усть-Илимском районе и представляет собой крупную залежь титановых руд, состоящая из нескольких рудных минералов, но главный из которых является лейкоксен. Лейкоксен – это пока не стандартное сырье, но которое в технологическом процессе находится исследование, и в скором времени будет из него получены промышленные продукты, которые могут быть легко использованы в промышленности. Кроме того, месторождение комплексное, и в нем очень много еще других компонентов, таких как редкоземельные металлы лантановой группы, итрий, ниобий. Эти месторождение крупнейшее в России, оно имеет прогноз до ресурса 2,5 миллиарда тонн только на одной лицензионной площади, принадлежащей Заурус Титан. И, кроме того, оно может быть использовано и как строительные материалы. Сверху месторождения находятся пески кварцевые, которые, в принципе, могут использоваться для производства стекла. Качество этих стекольных песков тоже очень высокое, запас огромнейший, поэтому республика может быть надолго обеспечена этим сырьем. В этом регионе пока неизвестный стекольный кластер, но этот кластер может быть организован. Поэтому, сначала, когда будет отрабатываться месторождение, создаваться карьер, то верхняя часть, сложенная кварцевыми песками, будет использоваться для производства стекольного, сырья, кварцевого сырья. А потом, в последующем, когда уже будет карьер, будут добываться титановые руды. Верхняя часть представлена среднезернистыми сероцветными песчаниками, содержащими достаточно много титанового компонента лейкоксена. Содержание его до 5%. Это очень хорошее содержание, которое в других месторождениях не так большое. В нашем месторождении как раз является хорошим фактором, который как раз будет использован в промышленности. Но наше месторождение, вскоре будет это месторождение представлено к защите. Мы потом вырежем немного. Да. Расскажите, как давно вы работаете на этом месторождении, чем занимались? Чуть-чуть. Хорошо, да. Дело в том, что я давно уже работаю на этом месторождении, больше 20 лет. Примерно с 1996 года. Занимаюсь изучением вещественного состава руд. Я как минералог, доктор наук, минералог, занимаюсь изучением как раз этих минералов. На этом месторождении уже с помощью минералогических методов исследования изучено до 40 минералов. Почти все они являются промышленными и, могут быть использованы для производства редкоземельных металлов и титана. Известно, что каждый вид стратегического сырья, он имеет какое-то определенное время, отработки. Но, скажем, медные руды, они могут быть отрабатываться до 2030 года. А титан, содержание в России титановых руд очень огромное, запасы титана в России огромные, известно 20 месторождений, которые могут отрабатываться. Но, к сожалению, пока они не отрабатываются, поскольку они отличаются от мировых месторождений более низким содержанием полезного компонента. И технология еще, находится в стадии отработки. Может, как раз про уникальность именно нашего месторождения, то есть да. в отличие рассказать. Да. От того, что уникальность нашего месторождения в том, что оно крупнейшее в России. Это месторождение гигантское, можно сказать, Пижемское месторождение. Оно, расположено в доступной местности, не отягощено никакими, условиями, которые могут тормозить его вовлечение в производство. Известно такие вещи, как, во-первых, она может отрабатываться карьерным способом. В отличие от ярика, ярика отрабатывается шахтным способом, а наше месторождение карьерным способом. И запасы месторождения хватит на 500 лет и более. Таких крупных месторождений в мире не существует. Уникальность месторождения в том, что оно комплексное. Породы с крыши могут использоваться так. И, во-вторых, можно наладить безотходное производство. То есть, самые титановые руды
минералы, которые, значит, цементируют руды, они могут быть использованы для производства керамики и кирпича. Вот, поэтому, значит, отходов почти не будет. То есть мы используем полностью месторождение. Вот, для экологии это, соответственно, большой плюс. Да, то есть большой плюс, потому что не будет никаких хвостов. То есть мы потом все это рекультивируем, и никаких проблем не останется. Вот. Но карьеры могут быть либо засыпаны, либо, значит, превратить в озера, где разводить рыбу. Александр Ильич, расскажите кратко по производству буровых работ 2012-2013 год. Сколько было скважин пробурено, сколько сделано анализов, где и какие результаты получены? Наш компаньон «Аэрогеология» проводила георазведочные работы на этом месторождении в 2012-2013 году. Здесь было пробурено 67 поисково-разведочных скважин. Общий объем буровых работ составил 5,5 километров керна. Керн-добыт находится на керноскладе. Вот, руды, керн подготовлен для исследований руды. Было в ИГЕМ-РАН были проведены химические анализы руды, вот, которые позволили четко представить себе вещественный состав руд, вот, содержание высокие, от 2 до 13%. Ну, для сравнения в ярихских рудах там, значит, от 5 до 20%. То есть мы в этот же коридор попадаем тоже, содержание. Вот, но вот эти данные бурения скважин определили мощность рудных пластов, так? Расположение, значит, в пространстве рудных тел, были построены макет рудного тела, вот, и, значит, подсчитаны запасы блочным, так сказать, методом. Вот, запасы составили 2,5 миллиарда тонн руды или в пересчете на титану-2 100 миллионов тонн титановой руды. Но лицензионный участок он не ограничивает полностью месторождение. Месторождение имеет площадь 90 квадратных километров, и это только треть лицензированная этого месторождения. На самом деле, получается, вот эти запасы, ресурсы, их надо умножить на 3, и тогда будет еще более гигантское месторождение. Вот, поэтому этого месторождения хватит надолго. Но вот если, скажем, медных руд будет на континенте уменьшаться содержание и способы добычи, значит, и потребления, к 30 году, скажем, пойдет на снижение медных руд, то, значит, титановые руды будут еще отрабатываться, значит, 500 и 1000 лет. И Россия вообще главный, так сказать, держатель этих руд.